Замена аварийных трансформаторов, строительство новых распределительных электросетей и многое другое. Генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Аслан Басари рассказал, какие масштабные работы были проведены сотрудниками организации в 2019 году. В частности, речь шла о работах на узловой подстанции БЗИП-220, обеспечивающей электроэнергией весь Гагрский и часть Гудаутского районов. Благодаря нашим работникам, энергетикам, в очень короткий период времени были проведены масштабнейшие работы. Они были связаны как со строительством, так и с перевозкой очень крупного трансформатора, 125 мегаватт, порядка 200 тонн этот трансформатор только сам весит. И трансформатор временно установлен на подстанции для того, чтобы проходить пиковые зимние нагрузки. Параллельно с этим хочу вам сообщить, в том числе потребителей этих двух районов, о том, что буквально на днях уже на территорию Абхазии заходит новый трансформатор, купленный за счет средств инвестпрограммы Российской Федерации, который впоследствии будет собран. На это у нас будет время в спокойном режиме и установлен вместо того трансформатора, который установлен на время. Аслан Басари рассказал и о работах по строительству высоковольтной линии с подстанции Гичреп-610 до приграничной зоны с Российской Федерацией, которая будет использована для осуществления перетока электроэнергии. Сейчас осталось только соединиться непосредственно с линией 110 киловольт на территории Российской Федерации. Сейчас у нас проходят переговоры. В том числе задействованы наши службы силовые для решения этого вопроса. В силу того, что мы будем работать в приграничной территории, и, естественно, на приграничной территории нужны определенные разрешения. Буквально мы надеемся, что в ближайшее время эти решения будут приняты, и наши ребята проведут эту работу и перекинут, скажем так, простым языком провода через границу и соединятся с линией 110 киловольт. На пресс-конференции была затронута и тема планируемых в феврале 2021 года ремонтных работ на Ингургес. Как известно, в течение 3 месяцев весь комплекс станции не будет функционировать. Как сообщил Аслан Басари, дефицит электроэнергии может быть восполнен только за счет перетока закупленной электроэнергии, которая, следует заметить, за рубежом стоит намного дороже, чем в Абхазии. При таком достаточно грубом подсчете речь идет о количестве электроэнергии в районе 700-800 миллионах киловатт-часов. По нашим подсчетам, грубо говоря, под 2 миллиарда рублей будет обходиться этот переток. Естественно, такими ресурсами Республика Абхазия не обладает. И я так думаю, что наше правительство надеется на понимание российской стороны для того, чтобы решить этот вопрос именно в этот дефицитный период времени. В зимний период республика потребляет до 400 мегаватт электроэнергии, и этот показатель растет ежегодно. По словам Аслана Басария, в это время года на протяжении многих лет уровень воды в Джварском водохранилище падает до критических отметок. Часто есть у нашего населения такое понимание, что дождь прошел, значит вода наполнилась. В основной своей массе речь идет о таянии ледников, о таянии снегов. И, естественно, мы говорим о горной местности. То есть, если в городе Сухум пошел дождь, это не значит, что на высоте 800 метров, 1000 метров над уровнем моря в Джваре происходят те же процессы климатические. Это первое. Второе. Вопрос не только в дождях. Дождь может очень кратковременно сказаться на притоке воды. Очень кратковременно. Речь идет о наполнении реки. И, естественно, река уже наполняет, бассейна реки, река уже наполняет само водохранилище. Так вот, такой критической ситуации, как невыпадение осадков в этом году, я не говорю про следующий год и про зиму, а в этом году, в начале года, не было с 1978 года. На встрече также шла речь о тарифах на электроэнергию в республике и многочисленных проблемах в энергосистеме страны. Саид Жарсаля, Роберт Ломя, Абхазское телевидение.